а на пешею да не ходит, все на троечке разъезжает. Ой, ладу, ладу разъезжает, ой, ладу, ладу разъезжает. У них конники вороные, у них ноги все молодые. Ой, ладу, ладу молодые, ой, ладу, ладу молодые. Они зимушку провожают и блинами всех угощают. Ой, ладу, ладу угощаю, ой, ладу, ладу угощаю. Как мы уже упоминали, с сегодняшнего дня в нашей стране стартует масленичная неделя. Это веселые проводы зимы, и на которые обязательно принято подавать в качестве угощения блины. А угощают нас сегодня блинами гости в студии: Татьяна Бомбина, хормейстер, руководитель ансамбля «Синегория», Светлана Иванова, директор клуба «Искра» с поселка Старая Табага, и Наталья Ругунова, директор Дома культуры «Надежда», села Пригородное. Доброе утро с Масленицей. утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот какие обряды обычно проводятся во время масленичной недели? Ну, обрядов Масленицы очень много. Это и от изготовления чучела Масленицы, и, конечно, выпечка всевозможных блинов, и угощения, и веселье, и катание с гор, и взятие снежных городков, и катание на санях, сказала. Так, что у нас еще? Ну и, конечно, кульминация – это сожжение Масленицы. Это такой главный обряд, когда мы прощаемся с зимой и встречаем весну. А в руках вы держите? Ой, это у нас такая кукла-масленка, она оберег, тоже изготавливается из материала. Это вот у нас прошли мастер-классы по изготовлению масленичных кукол. И в Старом городе 10 марта пройдет флешмоб с участием этих масленок. Мы ими обменяемся, друг другу подарим. Они в течение года нас будут потом охранять, беречь. А как хранить дома нужно такого? Ну, ее можно поставить в красный уголок, можно за иконку. Значит, вот за ручки их можно поднять, можно подвесить. Ручки Да, вверх, и да, как бы смотрели? ручки тянутся к солнцу, и вот она у нас таким образом будет защищать. То есть в течение года нужно хранить эту куколку, Да, и ровно она через берет на год... себя весь свой там домашний негатив, какие-то неурядицы, а потом в течение следующего, на следующую масленицу ее можно будет сжечь вместе с чучелом. Ну, Масленица, она еще и славится блинами. Татьяна, какие блинные конкурсы будут проходить у нас в городе? В торговых рядах «Кружала» у нас будет самый главный, наверное, блинный конкурс. Это «Где блины, там и мы». Команды управ и пригородов нашего города, они будут участвовать, принимать активное участие, значит, будут накрываться столы, разнообразие блинных блюд будет, то есть тоже очень интересно, потому что в основном мы привыкли, значит, простые блины, блины фаршированные, как бы на этом заканчивается. Там очень большое разнообразие блинных блюд. Да. Будет конкурс «Блиноед», очень любимый нашими горожанами. Да. Иван Петрович может принять И участие. обязательно. Может, обязательно, конечно. Несколько туров, это все ваши будут наверняка. Съем все. Все вкусные. Обязательно будет аукцион, который в помощь идет, значит, больному ребенку, определенно уже ребенок и так далее, помощь-то пойдет. И затем, значит, на самый большой блин, самый маленький блин, толстый, тонкий, красивый и так далее. То есть у нас будет жюри, который будет жюрить этот конкурс, и будут вручаться и призы и так далее. Помимо этого, в торговых рядах, значит, будет выставка продажи хендмейкеров, то есть там будут продаваться сувениры, можно что-то купить на память, в подарок, если Связанные кто-то, с допустим, Масленицей. связанные с Масленицей, ну и не только, то есть очень красивые, хорошие вещи, сделанные своими руками, эксклюзивные вещи, то есть это не только выставка, но и продажа, то есть можно приобрести. Ну и, конечно же, концерт художественной самодеятельности будет, так что приходите. Синегория тоже будет выступать. Обязательно. Ну, вот кроме вот этих мероприятий планируется еще культурная программа, как Народный пригород гуляй. Да, Татьяны. моя Вот что коллега будет, сейчас Наталья? расскажет. Да, будет обширно праздноваться. Не зря назвали Масленицу широкой. Мы подготовили на самом деле культурные работники широкую программу. Она будет проходить в Старом городе на уличной территории. Начнется она с раздачи блинов, баранок, сладостей. А также будет представлены театрализованные постановки, концертные программы.
Открытые народные конкурсы, конкурсы частушечников, конкурсы Иван Иванович Самовар. Также пройдет открытый народный конкурс масленичных кукол, масленица Красная Девица. Причем этот конкурс проводится второй год уже. Ростовых кукол. Очень ярко проходит данное мероприятие. И еще хотелось бы отметить, что Масленица, она как бы испокон веков уже к нам пришла и празднуется по сей день, а в городе Якутске она проводится уже 8-й год. 8-й год в старом городе отмечается народное гуляние, проводится помимо концертных программ, помимо открытых народных конкурсов, где любой желающий может принять участие, а также спортивные, молодецкие, народные забавы, игры, мероприятия для самых сильных, ловких, умелых, такие как поднимание гири, к примеру, перетягивание каната, метание валенка. На самом деле ждет очень насыщенная, такая веселая программа. И все где завершится 10 числа, да? Да, Масленичная неделя, как вы все знаете, она начнется с сегодняшнего дня уже, седмица у нас началась. И первое мероприятие пройдет в городском доме культуры имени Гагарина. Сегодня пройдет встреча Масленицы в 12 часов. Приглашаем всех горожан. Да. И, как говорится, во всех практически пригородах города Якутска от мыса до мыса, как говорится, от Кангалас до Табаги пройдут народные гуляния. Спасибо Огромное большое спасибо. за столь насыщенный эфир. Мы сейчас уединимся и будем эти блины вкушать, тренироваться к блиноеду.